Бывший замглавы Верхоянского района обвиняется в превышении полномочий. В ноябре 2019 года администрация района подписала с индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт по завершению строительства арочного спортзала в селе Черемчан на сумму около 12 миллионов рублей. После подписания сторонами акта о приемке выполненных работ подрядчику из местного бюджета был произведен полный расчет. В ходе проверки выяснилось, что сведения, отраженные в подписанных документах, не соответствуют видам и объемам работ. Кроме того, в феврале 2020 года глава Черемчинского наслега подписала с ГУП ЖКХ Якутии договор тепло- и водоснабжения спортивного зала, не введенного в эксплуатацию. В течение указанного месяца на соцобъект было израсходовано более 1 миллиона рублей. В отношении главы наслега также возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. В Нюрбинском районе по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о растрате. Установлено, что бывший глава одного из муниципальных образований района, вопреки условиям заключенного с нефтеснабжающей организацией соглашения о реализации населению тарированных нефтепродуктов, неоднократно давал незаконные указания подчиненному о безвозмездной передаче дизельного топлива третьим лицам. Тем самым он совершил растрату около 18 тонн топлива. Сумма ущерба, причиненного в результате данных незаконных действий, составила около 900 тысяч рублей. В Усть-Майском районе бывший директор дорожной организации осужден к штрафу в размере более 1 миллиона рублей за незаконную рубку лесных насаждений. Прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении бывшего директора компании «Дороги Усть-Маи». В суде установлено, что подсудимый, занимая должность руководителя дорожной организации, при проведении ремонтных работ на республиканской автомобильной дороге Амга в отсутствие разрешительных документов путем дачи незаконных указаний подчиненным работникам о расширении карьера за счет балки леса совершил незаконную рубку лесных насаждений. Сумма ущерба, причиненная Лесному фонду Российской Федерации, составила более 221 тысячи рублей. По результатам рассмотрения уголовного дела суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 1 миллион 200 тысяч рублей. Кроме того, судом в полном объеме удовлетворен иск прокурора о взыскании с подсудимого суммы причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами. 21-летняя жительница Нерюнгринского района подозревается в кражах денег из касс 2 магазинов. Полицейские установили, что подозреваемая ранее работала в этих торговых точках и знала, что кассы не закрываются на ключ. За одно утро она совершила 2 кражи по одной и той же схеме. Выбрав удобное время перед началом работы торговых центров, зная, что в помещении находился только технический персонал, злоумышленница незаметно проникала внутрь, похищала из кассы наличные и скрывалась. В ее отношении возбуждено уголовное дело. В одной из больниц на западе Индии в среду произошла утечка кислорода. В результате инцидента погибли 22 пациента с диагнозом COVID-19, которые были подключены к аппаратам ИВЛ. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. По меньшей мере 22 человека в среду стали жертвами утечки кислорода в общественной больнице города Машек на западе Индии. Все погибшие были пациентами госпиталя, проходившими лечение от COVID-19. Они находились в палатах интенсивной терапии на аппаратах ИВЛ. Из-за аварии подача кислорода была прервана. Власти штата Махараштра объявили, что ведут расследование произошедшего. Индия сейчас борется со второй волной коронавируса. Уже почти неделю в стране фиксируется более 200 тысяч случаев заражения в сутки. Заканчиваются места в больницах, кислород и лекарства. Не хватает также и вакцин. На минувшей неделе власти страны объявили о закрытии на месяц всех музеев и туристических достопримечательностей, а со вторника во всех крупнейших городах был введен 6-дневный карантин. Это был обзор чрезвычайных происшествий. Берегите себя и до встречи в эфире.